Со специальным обращением к жителям республики выступил глава Коми Владимир Уйба. Смотрите его прямо сейчас. Бурлон Дунаертис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня Татьянин день, и сегодня все студенчество России, официально этот праздник признан Российским днем студенчества 2005 года, празднует свою приверженность студенчеству. На самом деле, конечно, сегодня праздник всех студентов, и сегодняшних, и тот, кто когда-то был студентом. Поэтому сегодня поздравляю всех, и бывших, и нынешних студентов с Татьяниным днем, с днем нашего студенчества. Я сегодня побывал в Сыктывкарском лесном институте. Институт уникальный, это кузница кадров не только для республики. У нас очень много и работает выпускников по всей стране. Это говорит только о том, что институт готовит очень хорошие кадры, закладывает очень хорошую базу для дальнейшего профессионального роста. И в этом году нашему лесному институту 70 лет. Конечно, мы еще раз будем поздравлять непосредственно в день празднования. Ну а сегодня возвращаемся к тому, что сегодня день студенчества, Татьянин день. Вернусь снова к тому, что вот наш Сыктывкарский лесной институт действительно очень важная составляющая лесной отрасли, потому что нет лесной отрасли без специалистов. И в этом смысле очень важно, что наши выпускники находят, и они востребованы именно в нашей лесной отрасли в Республике Коми. Ну и, конечно, студенчество – это, для меня, например, это самое яркое в жизни событие, в части обучения. И думаю, что так для очень многих, потому что это начало взрослой жизни, это знакомство, это очень большое количество друзей. И, как правило, друзья вот студенческой скамьи, они проходят вместе по жизни и помогают в будущем, и поддержку оказывают и так далее. Поэтому, конечно, вот студенчество – это начало взрослой жизни, начало карьеры, начало профессии. И это очень важно, чтобы это начало было в современных стенах, с современными технологиями, лабораториями, преподавателями. Вот сегодня как раз я посмотрел в лесном институте очень современные лаборатории, которыми по праву гордятся и преподаватели, и руководители института, потому что, как они сами говорят, сегодня Любовь Александровна рассказывала с гордостью, что таких тренажеров, таких стендов нет даже в верхней альма-матере, в Санкт-Петербургском университете лесотехническом. И, конечно, на таких базах, в таких лабораториях наши студенты получают очень высокий уровень подготовки, но и становятся очень востребованными. Сегодня в нашей республике в учреждениях высшего и среднего образования по всем формам обучения учатся более 32 тысяч человек. Ну и, конечно, радует, что наша молодежь не только получает знания, но и активно занимается и общественной работой, спортом, творчеством. Ну и я не могу сегодня не сказать о студенчестве как о волонтерстве, потому что в основе своей студенчества, кроме серебряных волонтеров, которые тоже в свое время были студенты, все-таки основу волонтерства, конечно, составляет студенчество. И сегодня, вот во время пандемии, все это время волонтерство и студенческое волонтерство оказывало и оказывает очень большую помощь, за что вам всем, уважаемые студенты, волонтеры, огромное спасибо. Ну и вот опять сейчас вспышка омикрона, и мы опять поставили, что называется, под ружье, мобилизовали всех студентов-медиков. За это вам отдельное спасибо, потому что вы непосредственно находитесь на линии огня, в красных зонах, работаете на скорой помощи, в поликлиниках, выполняете работу по
вызовам на дом, разносите лекарства и так далее. То есть это неоценимая помощь. Спасибо вам за это большое. Ну и также у нас очень активная наша молодежь студенческая в работе молодежных российских студенческих отрядов. Сегодня в республике 27 линейных отрядов, строительные, педагогические, сервисные. И я буквально недавно проводил встречу со стройотрядовцами, наметили пути развития стройотрядовского движения. И за это тоже огромное спасибо, потому что ребята вносят очень серьезный вклад уже в экономику. Ну и, конечно, наши ребята участвуют во всероссийских национальных чемпионатах, в том числе финал 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это молодые ребята, которые в своей профессии достигают очень высоких, очень больших вершин профессионального мастерства и по большому счету дают фору даже уже маститым взрослым профессионалам. 6 студентов профессиональных образовательных организаций и 2 студента вузов республики стали финалистами Российской национальной премии «Студент года 2021». А молодежный проектный офис «Литтех» занял 1-е место в номинации «Студенческий клуб года». Поздравляем еще раз ребят с этими большими достижениями. Ну и, конечно, я хочу сказать, что у нас самая лучшая молодежь. Она самая замечательная, целеустремленная, стремящаяся познать все новое. И, конечно, нам есть кем гордиться и чем гордиться по достижениям среди молодежи. И, дорогие студенты, я искренне сегодня хочу пожелать вам как можно ярче и интереснее провести студенческие годы, конечно же, отдав основное время учебе, потому что это ваш багаж, тот багаж, с которым вы пойдете во взрослую жизнь, тот фундамент, который вам пригодится, знания, это, конечно же, фундамент пригодится в выстраивании своей профессии, своей карьеры. И я от всей души хочу пожелать вам, конечно, новых свершений, уникальных открытий и обязательно связать свою будущую жизнь и работу с нашей замечательной республикой Коми. Всего вам самого доброго. По эпидобстановке у нас произошел довольно такой необычный скачок эпидемиологический. Мы вроде как снизили, да, то есть у нас мы уходили на эти выходные с цифры 315 заболеваний, выявленных ковида в сутки. Сегодня у нас 274 случая, но мы посмотрели вот на нарастающую, конечно, это такой, знаете, эпидемиологический провал. На самом деле, все-таки мы видим, что в ближайшие дни мы очень серьезно добавим по ковиду, по выявленным случаям ковида, поэтому совершенно не успокаиваемся в том, что вот у нас сегодня меньше, чем, условно говоря, в пятницу, но, еще раз повторяю, это просто временный такой эпидемиологический провал. Тем не менее, из 274 случаев у нас есть 31 человек, заболевшие ранее вакцинированные, но практически 99% из них это амбулаторное течение, 27 человек. Поэтому в этом смысле снова и снова говорю, что даже если вы заболели, будучи привитым, вы, скорее всего, болезнь будет протекать легко в амбулаторном режиме. По госпитализированным мы пока тоже не очень активно добавляем. Сегодня 710 коек, но вчера было занятых, вчера было 705. То есть на самом деле такая пока погрешность. Поэтому новых коек пока не разворачиваем, но тоже не успокаиваемся и настроены на то, чтобы очень быстро, если потребуется, койки развернуть. По умершим, к сожалению, у нас сегодня умерло 9 человек.
среди них нет вакцинированных, поэтому это еще один повод присоединиться к 394 902 человек, которые вакцинировались в республике, ну или к тем, кто ревакцинировался уже, таких 65 991 человек. И для этого у нас все с вами есть, и открытые пункты для вакцинации, и специалисты, и вакцина. Более 148 тысяч доз мы готовы вакцинировать людей, которые принимают такое решение и приходят на пункты вакцинации. На сегодняшний день у меня вся информация. Берегите друг друга, не расслабляйтесь, выполняйте такие естественные уже требования профилактики, маска, обработка рук, особенно в общественном транспорте, в местах общественных. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.